сегодняшние участники нашего круглого стола. Сегодня у нас мероприятие, посвященное памяти нашего земляка, уроженца села Карагали, первого ногайского писателя, автора многих пьес и романов Басира Абдулмажитовича Абдуллина. Сегодня у нас в гостях его родственница Нурия Горяевна Максудова, автор перевода его книги. Перед этим я хочу дать небольшое вступительное слово кандидату исторических наук Рамилю Халитовичу Шмухаметову. Он сейчас со вступительным словом небольшим выступит в память нашему уважаемому земляку. Я, наверное, буду избавлен от того, чтобы много говорить о Басире Мажитовиче Абдуллине. Вот, только такими, да, большими мазками, несколько слов. Известно, что вот, он уроженец Астраханской области, тогдашней губернии, родился в семье имама Белой мечети, прихода Мурзы Нурали Урусова. Семья имама, конечно, была достаточно религиозной. Вот он, естественно, получил начальное образование. Проживали они в селении Каргалык, или Карагали по-русски. И семья была, естественно, достаточно такая, по тем временам зажиточная, семья интеллигентная. Вот. И жизнь свою он связал вначале с тем, чтобы заниматься именно, да, изучением религии, изучением родного языка. И жизнь столкнула его, в хорошем смысле, с тем кружком просветителя Абдурахмана Исмаиловича Умерова. Это один из многочисленных учеников и сподвижников Абдурахмана Исмаиловича Умерова. И получив начальное образование, он впоследствии отправился в Казань, там тоже обучался. Вернувшись, он принял тоже деятельное участие в работе редакции газеты «Идель», которая, опять-таки, да, главным редактором был когда-то Абдурахман Исмаилович Умеров. И, кроме того, его статьи выходили в популярной тогда газете «Тарджуман» Исмаила Гаспринского. То есть мы видим, да, такой широкий охват, когда у разных тюркских народов была единая мусульманская идентичность. Вот. И, естественно, с приходом советской власти, ну, многие из них они вынуждены были, да, сменить свою деятельность. Кроме того, в 20-е годы мы знаем то, что он один из тех, кто покинул, да, родной край, были вынуждены многие, в принципе, да, наши просветители, это и Наджиб Гасри, это, в принципе, и сам Джанибеков, да, и ряд их, они вот переселялись. Часть из них, в том числе, да, и Наджиб Гасри, они переселились сначала в Туркмению, да, в город Ашхабад. И мы знаем, что там он тоже, да, развернул такую деятельность просветительскую. Вышло несколько его произведений. Одно из таких по достану туркменскому «Султан Санджар Мази» вышло в переводе на туркменский язык. Еще несколько пьес. Вот. Потом, впоследствии, все равно, понятное дело, да, что связь с родной землей очень тесная. Вот. Он переселился оттуда, да, в принципе, из места достаточно перспективного, переселился в Терекле-Мектеп. Тогда это Каранагайский район Дагестана. И возглавил, по факту возглавил редакцию газеты «Кызыл Байрак», которую сейчас мы знаем как «Шөл Таусы», да, то есть «Голос степи». И там он, не будучи главным редактором, фактически исполнял все, да, функции главного редактора. То есть вот, в силу того, что вот он имел образование еще, да, до революционное, можно сказать, он был журналистом, да, он имел большой стаж, больше 20 лет. Вот, фактически на его плечи легло, да, вот это вот руководство, легли многие обязанности, да, связанные с выпуском этой газеты. Кроме того, он участвовал в инициативной группе по изданию ногайских учебников. То есть он
сам по происхождению нагайец юртовец, да, юрт Нугай, отсюда, да, селение Каргалык, вот соседнего селения с нами. Вот. И он, будучи, да, обучался в Казани, да, мы знаем, он был, в общем-то, и побывал, да, во многих крупных городах. И при этом он, почему, да, вот он из столичного тогда Ашхабада уезжает, да, в Ногайский район Дагестана, да, Каранагайский. Почему он там проводит, да, такую серьезную работу? То есть он переводит книги, да, там, вот, Чехова, Антона Павловича Чехова. Он переводит книги, ну, естественно, по тем временам вынужден был, классиков марксизма переводил, да. Он подготавливает учебники. Это что за учебники? Это учебники для школы, да, для 4 класса. Он переводит книги, даже вот, связанные с ветеринарией, потому что мы знаем, да, основное занятие какое? Животноводство. И вот эту, да, серьезную работу проводит один человек. Вот. При этом с ним переехал его брат, да, Кабир Абдуллин. Его вся семья, в принципе, она занималась просветить. Все они, да, вот, очень деятельное участие принимали. Не только, да, они сами, и жены, да, вот, жена Кабира, Аминат Абдуллина, да, она закончила гимназию Шаверду, и по тем временам это очень престижное было, да, заведение учебное. И вот она тоже занималась переводческой деятельностью, переводили на ногайский язык. То есть вот сейчас периодически от некоторых деятелей, да, из Братской Республики Татарстан, да, такие иногда упреки происходят, что вот откуда нагайцы на Нижней Волге, как это юртовские татары, это нагайцы. Но мы вот видим то, что там целая плеяда была просветителей, таких вот, как Абдуллин, как Гасри, как Исмаил Мурзаев, да, ну, даже всех, да, их всех перечислить достаточно сложно. Очень мало кого из них знают. То есть вот большое сожаление наше, да, то, что вот, рядом находится селение Каргали, вот, там даже, да, вот, стараниями Нурии Горяевны, в том числе, да, Равилю Тимухамед Джуману, стоит памятная доска, да, посвященная Басиру Мажичу Абдуллину. И тем не менее, мало кто знает, да, наших земляков. Конечно, прекрасные есть произведения, да, Габдуллы Тукая, там, Мусы Джалили, мы глубоко уважаем, да, этих представителей, но я думаю, мы не должны забывать своих земляков из нашей среды высших, огромную, да, такую вот работу проделавших и незаслуженно забытых, я считаю. Вот. И вот сегодняшнее, да, то, что сейчас происходит, я напомню, да, как он закончил свою жизнь. Он закончил недобровольно, его репрессировали, в 1938 году расстреляли, как врага советской власти. Да, то есть он был достаточно молод, он очень много мог сделать. Его книги были изъяты из оборота. Вот все те люди, которые могли сказать, да, вот босс, да, действительно, да, представители своего народа, всех их, по сути дела, ну, можно сказать, уничтожили. Которые могли сказать, да, босс Нугайлар, да, это наша, да, культура. Их не стало. Сейчас вот то, что было проделано, да, огромная работа, в данном случае перевод на русский язык его знаменитого романа «Герои степи», да, Кырбатырлері, это, ну, на самом деле веха. Вот Нурия Горяевна немножко, да, как бы преуменьшает свой вклад, она говорит о том, что я всего лишь переводчик. Но не каждый сможет на самом деле перевести, во-первых. Во-вторых, значение этого романа, и этот роман, и повесть Байлыка и Сереглегенде, там описывается, да, именно жизнь нашего народа. В частности, вот, многие произведения, живя там, в Дагестане, а это на самом деле одна и та же территория, бывшее Астраханское ханство, да, то есть вот, там находясь, он все равно находился здесь, мыслями своими переживаниями, своей кровью, вот, он как бы, он описывает ногайскую свадьбу, да, вот, юртовскую ногайскую свадьбу, как играют, да, на сазе, как поют частушки. То есть можно по этим произведениям изучать этнографию, как это, да, происходило. Вот. И я думаю, сейчас настало время собирать камни, настало время все это, да, поднять, вспомнить. Вот. И выражаю признательность организаторам, да, нашей сегодняшней хозяйке, самой Нурии Горяевне, выражаем благодарность. И вот я думаю, сейчас дадим слово самой Нурии Горяевне, чтобы она рассказала вот о том, как была проделана работа, почему, да, что сподвигло на вот этот труд. Тем более, что вы связаны родственными связями. Это, наверное, святое, дорогое дело. Вот. Большое спасибо. Алькан Рахмат. В общем, начну с того, что в прошлом году в декабре я выпустила свою книгу «Каргалыгым».
мой Каргалак, который рассказывает, что вот такие у нас были люди, что у нас в Каргалах были два микрорайона, Хамшак и Кюрит. Говорю, какие люди, какие роды были в нашем селе. Вот об этом я рассказываю. О том, как участвовали наши родственники из моей семьи, из семьи мужа, из других родственников в Великой Отечественной войне, в строительстве новой жизни. И тогда оказалась я в обществе писателей астраханских. И там Юрий Николаевич, глава их писателей, говорит, что жалко, что у нас нет переводчиков. Вот эта фраза толкнула меня начать переводить. Хотя, конечно, книгу Басыра Абдуллина «Харбатырлары» я читала с 90-х лет. И читала много раз. Это на нагайском литературном языке. Наш язык немножко, конечно, уже отличается, наш диалект. А вот когда уже такое случилось, что, оказывается, это кому-то надо, я начала работать над этим переводом. И вот в ноябре я сдала в печать, и 13 февраля я получила эти книги. Решили оставить обложку такой же, какая была в оригинале книги. Ну и причем после этих 3 произведений, которые помещены в этой книге с переводом, есть статья ученой Султанбековой. Эту статью я перевела, но там еще 2 произведения, о которых она рассказывает, а я с ними не знакома. Я это место не перевела. Пришлось мне, конечно, и на свадьбах какие там были песни, прибаутки, все это переложить на русский язык. Не совсем, конечно, может быть, так, как на родном языке, но это я тоже сделала. И все свадебные обычаи. И хотелось мне, чтобы наши земляки, как говорил уже Рамиль Валитович, знали своего земляка Басыра Абдуллина, который всей душой болел за родной народ. И вот эти произведения, что Харбатырлары о старопольских нагайцах, что Байлах Исрикливна о юртовцах астраханских, и вот Хазыл Шишекайлер, красные цветы, о девушках Дагестана, которые работают в скотоводческом совхозе. Вот больше мне сказать нечего. Насчет того, что родственник, я скажу, что это оказалось, что Басыр Абдуллин родственник моей свекрови, двоюродный брат свекрови. Просто когда в 90-м году Жуманов Равиль Утимухамедович пришел к нам и спросил у моей свекрови: Аем, кто такой Басыр Абдуллин? Кем Басыр Абдуллин? А она сразу говорит: он минам хахам. Вот это меня очень удивило. Хотя я уже про Басыра Абдуллина знала тогда, потому что были курсы у нас в 89 году. Сулейман Рахимов, Сулейман Туктарович проводил эти курсы. И мы узнали и о Джанибекове, и об Умерове, и о Басыре Абдуллине, и о других, о ком вы сейчас перечислили, кого. И многих-многих наших астраханских просветителей, которые всю душу вкладывали для того, чтобы дать нам, сельским людям, знать то, чего мы не знали. Но и все равно все это заглаживалось, забывалось. Изучали, конечно, мой татарский язык, я до 4 класса учила. Но театра у нас был театр, оказывается, тогда. И в театре «Вулкан» ставились его пьесы. Когда я спросила у дочери Абдрахмана Умерова, Сайма Хатим, которая жила в Ташкенте, я говорю: а ты не знаешь, что такое Басыр Абдуллин? Она говорит: он писал такие пьесы, и вот в «Вулкане» ставились эти пьесы. И народ очень любил, что эти пьесы имели успех. А это все в советское время было все позабыто. И даже родственники не знали, куда он делся. Оказалось, что 46 лет он, как враг народа, покинул этот мир. Жена и сын об этом не знали. И вот сын учился в Татарстане, на каникулы приехал в
1942 году или в 1940 году в Астрахань и каким-то образом, таинственным образом утонул в канале Астраханском. Ну да, трагически окончился его жизнь. Что-то Да. что-то непонятное. На третий день после похорон арестовали жену Басира Абдуллина, и она в тюрьме сидела 3 года. И умерла она, так и не узнав, куда делся ее муж. Хадиша Салиховна была учительницей, и так же, как и жена Кабира Мажитовича, Амина Газизовна, да? Амина Газизовна. Они преподавали и в ногайских школах, и в Астрахани. Амина Газизовна была награждена орденом Ленина, а вот Возглавляли отдел образования Да. Карнагайского района. То есть наши астраханские, юртовские нугаи в Дагестане обучали. Настолько Обучали, были да. грамотные. Да. То есть в Дагестане наших братьев карнагайцев Вот обучали, да. И в 1938 году в городе Ставрополь он был расстрелян. И действительно, семья долго не знала. Что Только где-то в 70-е годы его смогли, его имя реабилитировать. вот мы узнали в 90-м, 92-м даже, когда столетие совершилось. И в школе провели юбилей его столетний. Повесили там сначала Жуманов, Равиль Утимухамедович повесил с его помощью, с дагестанскими там, и астраханские руководители там были на этом празднике. Это был очень большой праздник. А через 10 лет, на 110-летие, мы уже с помощью нашего астраханского архитектора Абдрахмана Махмудова тоже поставили. Вот до сих пор висит эта доска с портретом Ну, вообще, по-моему, писателя. в некоторых этих публикациях написано, что дали имя Абдуллина. как в Нету, школе. не дали. Да? Был педсовет, когда собрались учителя, я стала рассказывать. Одна из них очень плохо отозвалась, говорит, не знаем мы, кто он такой, вдруг он что-то плохое сделал, за это его расстреляли. Мы против. Там еще одна какая-то, она долго-то не работала в той школе совсем. Она говорит, зачем? И вот таким образом все это промолчали. Ну, Я вот и сейчас говорю, хотя бы улицу нашу какую-нибудь. Ведь у нас в Каргалях первая степная есть, вторая степная есть, луговая есть, всякие улицы. Неужели одну из этих школ, этих улиц нельзя назвать именем в Терекли есть писателя? улица Абдуллина, кстати. То есть Можно. здесь его свои земляки, к сожалению, мало А кто потому помнит. что не знают же, не знают А же. там в Терекли есть улица Басира Абдуллина. То есть там Ну, эту память надеюсь. хранят. Не так давно в районной библиотеке они тоже провели посвященные 110-летию мероприятие. 130-летию, прошу прощения. Да. Да. То есть вот буквально недавно. Я думаю, я же говорю, пришло время собирать камни, пора вспомнить своих земляков, которые, да, плоть от плоти, кровь от крови. Да, И вот. они не какие-то чужие, да, там, как кто-то говорит, а это именно свои. Самое интересное, как говорит Аминат Хасановна Курмансиитова, я вот очень благодарен ее честности, да, научной объективности. На самом деле все ногайское возрождение, которое существовало в Карачаево-Черкесии, в Ставрополе, там, в Караногае, в Дагестане, оно началось отсюда. То есть это как раз таки и Басир Абдуллин, и Наджиб Гасри, да, и Абдулхамид Шершембек Джанибек, у которого мама тоже юртовская нугай, Абдрахман Умеров, да, то есть Он и сам нагаец астраханский. они все нугаи, да, астраханские именно, Да. да. Я к чему веду? То, что отсюда они, да, их отсюда попросту выдавили, им не дали здесь преподавать нагайский, им не дали здесь развиться, они пошли туда, да, и там они как бы подняли, а сейчас наша, наверное, задача, самое главное, ну, никого нельзя заставить, да, никому ничего не надо навязывать, каждый сам определяет конституционный прав. Но наша, мне кажется, святая обязанность напомнить о сынах вот этой земли, да, особенно, вот, как говорится, ну, если мы дадим забвению, так сказать, похоронить эти имена, значит мы недостойны их памяти. Вот я так думаю. Спасибо. Всё, я тоже Теперь, наверное, ну, актуально будет вот, для продолжения этой темы. Я хотел сказать, что работа по сбору материалов об астраханских
юртовских нугаях, Карагаш, Хутар, Хонрау, она не закончилась. Мы ее продолжаем. Сейчас вот первую публикацию сдали, которую в прошлый раз презентация у нас была здесь. Да, вторую публикацию сейчас мы готовим по этнографии юртовских нугаев. И вот я хочу слово предоставить моему соавтору Амиру Дамировичу Мусаеву. Публикация готовится, да, то есть в перечне ВАК. Я надеюсь, что Амир Дамирович, ну, все эти публикации будут собраны, да, и будет соответствующая, да, большая монография по этой тематике. Так, значит, небольшой такой лекция небольшая к этнической истории нагаев-юртовцев. Значит, вот у нас гравюра здесь, кому неудобно, конечно, спиной сидят, но могут посмотреть. Она известная, это гравюра Адама Алиария, 1636 год. Вот на этой карте гравюры видно вот в правом верхнем углу вот этот самый городок, юртовский городок. Он находится, если сейчас ориентируетесь, вы в городе, он находится вот на месте современного так называемого Татар-базара, где Ногайская мечеть, где вот этот кинотеатр «Родина», где вот Газпромское вот это здание, вот ориентировочно вот это место это. Вот это было главное поселение астраханских нугаев, и это вообще фактически как бы предтеча современного Тьяка, царева Тьяка. Вот оттуда он стал как бы расширяться на юг и на юго-запад, вот, в нашу сторону, так сказать. Вот здесь показано поселение, огорожено частоколом, а внутри находятся неразборные вот такие кибиткообразные здания, дома, которые типичны, в принципе, для всех групп нагайцев, которые дожили даже в некоторых регионах до 20 века. То есть это неразборные стационарные такие здания. Побывавший в 18 веке, а точно в 1760-х годах у нас в Астрахани Самуил Гмелин сообщает об так называемых астраханских татарах, которых он описывает, оговаривая при этом, что на их языке, то есть на их собственном языке, называемыми нагаями, то есть себя они кличут нагаями, и уточняет, что они те самые, что вошли в подданство при взятии Астрахани Иваном Грозным, и что татарами они прозываются от россиян, то есть это внешнее название, русские так их называют. Далее сообщает о том, что живут они в домах только зимой, а летом кочуют. То есть всех вот этих так называемых астраханских татар Гмелин называть ясачными татарами. Это сословные названия, не этнические, а сословные. При этом тех, кто живет в городе, в стационарных домах, он по-ногайски это караи, поэтому вот, в частности у соседних народов, например, тех же карагаши, у туркмен и так далее, нас называют караи или нугайлар, называют юртовскими. То есть те, кто живет оседло в деревнях, аульными, а те, кто кочуют, кочевными. Из этого становится ясно, что, собственно, самоназвание юртовцев это нугай или нугай, а татары их это экзоэтноним, то есть внешнее имя. Кроме того, совершенно ясно, что они достаточно долго вели полуоседлый, полукочевой образ жизни, а в начале 19 века, за исключением, вот, в частности, утар и кундровцев, перешли на полную оседлость. Процесс этот был связан с перемещением, во-первых, российской границы в связи с принятием казахами подданства и образованием Букеевской Орды и утратой значит, прежнего служилого статуса у юртовцев, что ускоряет процесс утраты родоплеменного строя. Полукочевой, полуоседлый образ жизни юртовцев диктовался также природными условиями. То есть в низовьях Волги вести такой круглогодичный способ кочевания, как, например, в Восточной Монголии или в Приорале, невозможно. Поэтому здесь сама природа диктовала условия, и схожий вид хозяйства мы видим у народов, которые предшествовали юртовцам, в частности у хазар, у половцев в раннем и позднем средневековьях, а также в тот же вот временной промежуток, например, у башкир в Приуралье. Любопытно проследить эволюцию оседлого жилища у юртовцев. Упоминаемый ранее русский купец Федор Котов сообщает о жилищах, вкопанных в землю и обмазанных глиной. То есть это мазанки. По сообщениям информаторов, наиболее ранние жилища у юртовцев были камышитовые дома, которые оббивались деревянной обшивкой. Интересно, что в совсем недавнем прошлом юртовцы делали циновки из чакана, турлык.
Схожим образом у нагайцев на Кубани, как и у адыгов, наиболее ранними были как раз турлучные дома, которые первоначально были конструктивно схожи с юртами или юртообразными домами, которые обмазывались глиной и покрывались соломой. Таким же образом, очевидно, происходило оседание и в Золотой Орде, а ранее и в Хазарии. Сохранилась память у юртовцев и о кочевании, связанном с полуоседлым бытом. Так, например, исходное название реки Урал, Яик или Жаик, расшифровывается старожилами как литовка. От нагайского яй – яс, лето. Также топоним Мачаги, который упоминается, или по-нагайски Масак, упоминается в произведениях Ярау Кастугана, который происходил сам из едисанских астраханских нугаев, из княжеского рода Теньбаевых. Память о нем сохранялась, в частности, у карагаши и кундровцев. Например, на российской карте 1909 года эта территория фиксируется официально как дача юртовских татар. Эта карта есть. Еще у Петра Небольсина в XIX веке отмечается, что юртовцы приписаны к селу Солянка, кочевали до мачагов во времена еще Алексея Михайловича, это отца Петра I. Очевидно, эта группа, едисанцы, объединившись с нагаями джумбулуками, подвластными калмыкам, обособилась затем как нагаи-утары, или алабугатские, как еще их называют. А юртовцев, кроме полуоседлого образа жизни, отличает еще занятие поливным или манным земледелием и рыболовством. Этнографические особенности юртовцев включали исходные с прочими нагайскими группами комплексы, в частности, мужской, например, или из женской одежды. Самая традиционная ее одежда и ее названия юртовцев, такие как Каптал, Аркалык, Тастар, Кандызбург, Ату, соответствуют общенагайским. Например, ранее у женщин состоятельных бытовал такой обычай ношения серьги на правой ноздре, по-нагайски алка. Он отмечается, в частности, у всех групп нагайцев, а сам Адам Аль-Яри отмечает его у астраханских нагайцев в 1636 года. Диалект юртовцев был признан специалистами Института языкознания Российской академии наук диалектом нагайского языка. Таковым он считается и самими носителями. Отдельно надо отметить бытование ранее у юртовцев общенагайских эпосов Идиге, Мамай, которые маркируют степную кочевую традицию сказителей Яров. Кстати, эпос Идиге и Мамай в 18 веке впервые был зафиксирован в начале 19 века польским, по-моему, исследователем Хотько, именно у юртовцев. Потом уже он фиксировался у других групп нагайцев. Юртовцам также была свойственна система самоорганизации, которая была унаследована у Астраханского ханства. Это деление на десятки, на табуны. Табун – это от монгольского таун, пятидесятка, и сотни, которые управлялись табунными головами. Причем эта система была отлична, чем в Ногайской Орде, в которой было принято деление на крылья, на правое, левое крыло и центр. Также у юртовцев фиксируется почитание золотоордынских сакральных мест. В частности, например, это Джигит-Хаджи, это было на месте современного селитренного города, Сарай-Бату, селитренного городища. Позже его перенесли в район современных Келинчей. И Даулет-хан, это находится на месте рядом с карагашским аулом Лапас. Это недавно там проводились археологические раскопки и связывают это с некрополем именно золотоордынских ханов, начиная, по крайней мере, со времен хана Узбека, это середина XIV века. Значит, это все связано с исторической памятью, которая отсутствует у более поздних переселенцев со Среднего Поволжья, например, но зато присутствует у карагаш-нугаев, которые помнили и о завоевании Астрахани, и об астраханском хане Джанибеке. До сих пор игнорировалось влияние на юртовцев карагаш-нугаев, которые переселялись с 18 века в юртовские села и ныне находящиеся в их составе. Например, имелся так называемый карагаш-аул Натияки, как раз там, где родился Абдулхамид Шишимбиевич Джанибеков. Также карагашские села, семьи в большом количестве фиксируются в метрических книгах, в местных мечетей,
В селах, например, Солянка, Осыпной бугор, Три протока и в других юртовских селах. Значит, общим компонентом в сложении юртовцев и карагаши оказали егесанские нагаи. Представители Малого Нугая, упоминаем в источниках как крымские татары или казыевские татары и кочевные татары. Очень такой, пока еще не изученный материал, это астраханская топонимика. Не изученный в каком плане? Не изученный именно вот с нашей позиции. Такие вот слова, вернее топонимы, как, например, Мышаик, Ексатово, Карагали, Кизань, Килинчи, Семиковка, Камызяк, Семибугры, это все как раз вклад именно юртовский, да, в эту самую топонимику. Эти топонимы, гидромнимы, они, я уже говорю, имеют юртовское происхождение. В частности, например, если брать нашу вот эту современную местность, где мы сейчас с вами находимся, территория Башмаковского, татаро-башмаковского сельского совета, допустим, да, муниципальное образование. Например, в архивных документах, связанных с событиями времен Степана Разина, восстания Степана Разина, когда в 1670-72 годы территория нашего региона временно находилась в руках восставших, фиксируются такие события, что когда разинцы взяли эту территорию, они, так скажем, начали притеснять и грабить местных самых жителей, в том числе и местных юртовцев. И вот жители из табуна юртовского Мурзы, Эль-Мурзы и Шмурзина отсюда убегают, так скажем, переезжают на Терек. То есть это вот территория современного как раз Ногайский район, Дагестан и так далее. А в 1672 году пишут этому, как его, царю, как бы Челобитную, в котором просят вернуть им обратно в владение те территории, которые им принадлежали, так скажем, по праву наследования еще до этого самого восстания. И здесь они перечисляют, что пишут следующее. Вот, например, просто я зачитаю, чтобы не быть этим голословным. Так, значит, вот он пишет следующее. Вынужден был бежать на Терек, просит царя вернуть его роду оставленные на Нижней Волге земли. Речь шла о 7 буграх, до близко 7 бугров о 2 буграх, до Кровавом бугре, до Обушном бугре, до Ашти-Мурзах. Мурза Аймурзин поясняет, что это было их старинное кочевное место. Тут у нас пашня наша была и сенные покосы. То есть о чем здесь речь идет? Кровавый бугор – это Кантубе. Да. Ушной бугор – это Клактубе. Сейчас этого бугора уже нет, его снесли во времена, когда строили вот эту трассу, когда вот эти делали, так скажем, рейсовые чеки и так далее. Но там остался другой, так скажем, топоним – это Клаккуль. Это место вот напротив, так скажем, бугра, вот этот Тумактубе, вот это от Чигана до Хантубе, да, вот этот участок колхозный. Теперь Семибугры. Возможно, это Семибугры относится к современному этому поселению Семибугры. Возможно. Но, возможно, это бугор Жидали, который тоже находится здесь. То есть Жидали 7-й бугор, как бы. А бугор 2 бугра, это бугор Костубе, это вот где сейчас находится сельское кладбище башмаковское. Костубе. Причем обратите, да, парный бугор, если на русский переводить. То есть обратите внимание, все топонимы местные, связанные вот с этими буграми и прочими, они четко обозначены. Они обозначены именно на нашем диалекте, на нашем языке. Да, переведены. Вот, и поэтому, хотя сейчас, например, в исторической и археологической литературе обычно пишут хан Тубе, то есть ханский бугор, но, видимо, все-таки первоначально это был Кантубе. И наши его так и произносят Кантубе, не говорят Хантубе, то есть кровавый бугор. То есть вот довольно такие интересные моменты появляются, да. И что интересно, эти сенокосы, они и в советское время, в колхозное время, они именно там и, как скажем, сохранялись. Вот.
Обрядность юртовцев. Интересно, что у юртовцев исходно никогда не было сабантуя, но зато бытовал праздник Амиль, это аналог Навруза, в котором, как и, например, в монгольском празднике Наадам, практиковалось 3 мужских соревнования. Это стрельба из лука, алтын кабак, потом это уже заменилось огнестрелом, то есть из ружья стреляли, конские скачки от шабаш и борьба на поясах, нугайша крящ. Далее. Значит, далее. Бытующие у кубанских нагайцев представление об особом периоде зимой, вот после зимы, когда зима, как говорят, боролась с этим, как его, с весной, бердазе, имеет прямую аналогию у юртовцев, и называется она бердале. То есть у юртовцев, у кубанцев говорят андабул, мандабул, бердазе да идабул. У нас же есть эта поговорка бердале. То есть апрельдің 6 күні 6-сы да қаты күні, 5 күні берді яуын, берді қар. Анан соң зат қыртқалардың 3 күні, 3-і кішкіні. Да, это вот как раз начало современной, если брать, это апреля. Ну, у этих алтарых называется, у кубанских нагайцев алты-арых, то есть 6 худых. Да, изможденных, да. То есть, далее, тамги, которые бытовали у юртовцев для обозначения собственности по своему происхождению общенагайские, о чем писал и один из авторов данной статьи в соавторстве с Утимахамедовичем Джумановым. Особое место в кухне юртовцев занимает такое блюдо, как плов с тыквой, нугайша плов, да, при приготовлении которого, кстати, мясо готовится отдельно от риса и используется тыква. Причем имелась также еще шуля, да, рисовая каша. Другое блюдо, которое не имеет статус ритуального, это так называемый турамша, для которого готовилось мелко нарезанное накрошенное мясо и тесто с бульоном. Также юртовское блюдо карашурпа соответствует общенагайскому карасорпа. В бытовании астраханской юртовской пахлавы мы усматриваем влияние Азербайджана и Персии, вот эти гелянские, так скажем, так называемые гелянские татары, которые вот жили в Астрахани, да, это как раз те самые азербайджанцы, предки азербайджанцев, которые здесь находились по там, торговым и прочим делам. То есть шел определенный межкультурный, так скажем, обмен. Кроме того, имелись такие сладости, как алва, мучная халва, и лахсалва, халва из лапши, который бытует также и в Каранагае. Коронным блюдом в юртовской кухне является нугай-малиш, пирог с рисом, мясом. Он схож, кстати, внешне как-то с так называемым ханским пловом, или хан-плов, как его называют. Тоже, кстати, на Кавказе готовили. Очевидно, что у него такое вот среднеазиатское либо закавказское происхождение, то есть вот этот прикаспийский вот этот культурный анклав имел влияние в силу определенных тесных экономических и прочих связей. В более раннем исполнении он готовился с просом и соленой кониной. И, кстати, в таком виде он до недавнего времени сохранялся у букеевских нугаев Казахстана. Также широко распространенный нагайский плиточный чай, который пьют во всех регионах проживания нагайцев. У нас его называют карашай, и одна из версий, почему он карашай, то есть карашай, то есть высушенный, так скажем, высушенный, или хры, или же он прессованный, да, вот оттуда как бы происхождение. Термины родства, которые бытуют у юртовцев нагайцев, не совпадают с общетатарскими, но совпадают, в частности, с терминами родства нагайцев, которые живут, например, в Ставрополье, чекулавскими нагайцами и с нугаями-карагашами. Такие, например, как татам, бибям, хахам и так далее. Да, ставропольские так говорят. Так в ходу общенагайское обращение к отцу и матери, Анай, Атай, применительно к старшему поколению в 3-м лице. В 1-м лице, конечно, по-другому называли раньше. Муллам, Миям, Амам и так далее. Да. Окончание ма? Да. Мимем, Анам. Да. Просто Анам и все. Анам это уже мимем Анам. Да. Также существовало разделение материнской нагайской, нагашлар и отцовской линии родства, которая бытовала, в частности, у юртовцев до недавнего времени. Организация... Чах сохранился нагаш. Да. У нас она тоже сохранялась.
где-то вот, ну, поколение вот моих родителей, по крайней мере, это помнило. Нағашылар, да. Организация двора, Нугайша Ауля, и предметов быта у нагайцев, в частности, тапшан, то есть это тур, тахтамбит, уличная кухня, казани, соответствует общенагайским. Ношение папахи кубанки у юртовцев, схоже со всеми нагайскими группами, отмечает еще Павел Небольсин в середине 19 века. У кубанских нугаев, например, папаха как символ мужчины, даже после смерти носителя, лежала на кровати, на подушке, либо на высоком месте. Схожий обычай имелся и у нас. То есть после смерти старшего там, мужчины в году его шапку обычно хранили на деревянной такой болванке. Обязательно высоко, да, чтобы через головной убор нельзя было перешагивать, нельзя его пинать, нельзя крутить на руках. То есть это вот такое было отношение к головному убору мужчины. Далее. Также у юртовцев практиковался обычай разрезания пут у младенца, да, саукису. Что еще? При оформлении могилы умершего юртовцы не ставят массивные каменные ограды, но устанавливают деревянный деревянный кол башказык. Само название, кстати, общенагайское. Башказык, да. Могила копается с нишей, лякот. Обычай ставить вот эти ограды металлические, деревянные, он появился позже. То есть, если вот обратить внимание на старые захоронения, там ставится только камень и надмогильный, и на нем, да, выбивалась вот эта тамга. Ну, я имею в виду не очень таких состоятельных жителей. Ну, те, кто был раньше, видимо, имел возможность делать заказ у камнереза, они там ставили более такие массивные камни с выбитыми на них, вырезанными надписями из Корана, да, на арабском языке. Но для этого нужны были средства. Значит, еще что можно здесь подметить? Почитание вторника у юртовцев это называется Шишамбе день, да? У общенагайской это Сали. Кстати, у нас есть такая фамилия Салиевы, да, она как раз вот от имени Сали. Да, это вторник, да. Причем это так его называют и в Крыму, среди крымских нугаев, и на Кубани, в Ставрополе, везде. Считается, что вторник такой относительно несчастливый, так скажем, день. Для чего? Для начала новых этих дел. Да. Стирка в том числе, да. Счастливый или наоборот счастливый? Нет, не счастливый. Нельзя в этот день начинать новые дела, свадьбу назначать, сватовство, выходить в путь и так далее. Ну, Дон Бонша Юкунда, просто это народное, да. Да, начинать новые дела вообще нельзя, да. Да, в среду считается хорошим днем, да. А вот Кальгумага, вторник-то ярамы. Да, нельзя, да. Нельзя, да. Да, есть так. Так. Танцы и музыка всех групп астраханских нугаев, а их 4 у нас группы, да, имеет отношение к вот этому прикаспийскому, да, кавказско-калмыцкому музыкальному ореолу. Это, кстати, наблюдается именно в танцевальной традиции. То есть, если песенная, она имеет уже влияние, да, средневолжских татар, то все-таки вот эти такие танцы, как Ахшатыр, Кияусы, Куалашпак и так далее, там мелодика все-таки другая. То есть, там отсутствует вот эта пентатоника, которая присуща татарской танцевальной традиции. Далее, приглашение с помощью платка в танцы юртовцев, да, а также у остальных групп, она имеет сходство с каранагайским обычаем. Правда, у них там вместо платка палочка сиим таяк, где танец передается как по эстафете, так скажем, от одного танцора к другому. В числе свадебных обычаев у юртовцев общенагайский такой вид, ритуал – это кормление маслом и медом невестки свекровью. Далее, когда молодая заходит в дом,
Да, когда заходит в дом, это обычай стелить белый платок перед порогом, обычай баян-бастру. Причем у других групп, значит, нагайцев, в частности у Карагаш Нугаев или нагаев Северного Кавказа, стелят белую либо баранью, либо козью шкуру. Здесь же У нас тоже белый сейчас платок. пошел этот Да. оренбургский платок. Да. И сюда же также общее такое это обычай осыпать молодожен монетами ахшашашу. Кроме того, ранее, прежде чем завести в дом невесту, ее проводили мимо огня. Аласлыдлар. Сейчас отказались. Они сөйлегені тойда. Они менен айтайын, атта отырадылар екен. Ат шықпады уттан. Уттан секіріп шықса ат, удачная жизнь будет. Ат құрса, Тоже ол анем сөйлегеннен. А мынау китапта тойда егітті қызганына кірер алдынан уттан секіртеділер. Ал қорқады, кішке бала қойындылар. 13 yaşında, 17 yaşında. Şundan iki abayları alıp sekirtip çıkarırlar uçtan. Al korkup duruyor kızgan, nerede kırmaya? Apelideki uçtan çıkırma. Şeytan maytanlar ne verin zayıfım? Ну да. Ну как очищающий этот функцию. Чистейший. Zaman sihirden, kuzdan, zattan, barısından. Но у меня вот бабушка говорила, что ее сестру, вторую, когда замуж выдавали, она проходила через это огонь. То есть она была 17-го года рождения, Ажган мама, вот, вот ее проводили. Anam üzlerini tuğlarını siledi, Amna Basır Abdullah gelip tuğdan çıkardılar. То есть это было до войны, а после войны уже это все, так скажем, забываться стало. Но не только советское, видимо, все-таки носители, они умерли, носители. Далее, запрет плевать, мочиться на огонь, тоже схоже с обычаями кубанских нугаев, связан с пережитком язычества. Еще один момент такой, это обычай целования рук старшим во время религиозных праздников с прикладыванием к колбу. Например, он бытовал у юртовцев и схож с такими же вот, ну, обычаем у других групп нагайцев, например, на Кубани или в Крыму. Башка тигізірі При забое скота юртовцы, как и карагаши, утары и кундрау, кровь стремятся выпустить из легких и сердца животного, а само мясо стараются резать по суставам, избегая рубки, особенно если это мелкий скот. Так, ну, мы слишком задерживаемся уже. Выводы какие? Этноним Нугай был свойственен не только жителям Ногайской Орды, но и жителям Большой Орды и производного от него Астраханского ханства. Мангытские князья, предки ногайских мужс и их подданные исходно пребывали на территории Астраханского региона в золотоордынское время, а также в период Большой Орды Астраханского ханства. Основу юртовцев составили население Астраханского ханства. Жители Ногайской Орды, которые переселились под Астрахань к юртовцам, составили весомым компонентом в сложении их этнической группы. Этнография юртовских нугаев имеет самобытные черты, в целом совпадает с общеногайской. Ногайцы-юртовцы исторически являются группой ногайского этноса, обретшей ряд региональных особенностей. Изучение их требует дальнейших изысканий и публикаций. Ну, поэтому все у меня. Спасибо большое. Ага. Сейчас у нас написание буквально займет немного времени. Раздайте, пожалуйста. Аштархан өлкәсендәге Нугай халкының белгілі язушысы, Нугай тілінде бірінші пьесалар, бірінші роман авторына Басир Абдулмәжид ұлы Абдулинға туғанлы 133 ел тула келеді. Ол 1892 елда Қарғалық Ерт Нугай ауылында туған. Оның атасы Тияк ауыл мешітінде муллалық қызмет қылған. Шул ауылда кішки Басир жерлі мәктәптә оқып бітірген. Ну, жерлі мәктәп это земская школа. Земская школа, так скажем. Сон Аштарханда, Қазан мәдрәсәләрендә оқыған. Білім алған сон
Россия мұсылманларының ярақландыру қозғалышына ярақландыру Просветительство. қозғалышында білсінлік мен ортақшылық иткен. Да. Ну, тесные отношения имел. Прямое отношение. Белсенных отношений. Ну, вообще вот. Вся страница, что ли? Да. Половиночку Это у возьмем. меня сильно Ну, давайте хватит, половину я возьмем. 40 штук, всё, 40 штук не хватит. Хорошо. Принимается критика. Ну что, тогда затязаем пару этих абзацев и все. Да. Пару абзацев. Давайте. Заголовок какой? Мен басында көріп тұрмын. Басыр Абдуллин Мгм. и все. Это заголовок. Абдуллин одного, да? Нет, два. Абдулла, Абдулла с двумя «ила». Алла деген сөзден. Абдуллаев деп. Мындағылар Абдуллаевлар болған. Ол қалаға кеткенесі Абдуллин болып жүреді енді. Журналист Абдуллин болып жүреді ол. А Қарғалықтағылар Абдуллаев болған. Абдуллаев, қайнанам Абдуллаева фамилиясы бар да, Құлақауда бірлер бар. Мындағылар Бізде де Абдуллаевтар бар. Ну да, Абдуллаев, да. Абдуллаев, да. Мгм. Все, начинаем. Пошли. Аштархан өлкәсендәге Ноғай халқының белгілі язушысы, Ноғай тілінде бірінші пьесаладың Һәм деген сөз енді. бірінші романның авторына Басыр Абдулмажидұлы Абдуллинға туғанлы 133 туғанына. туғанлы 133 ел тула келеді. Болды, бітті бірінші. Ол 1892 елда 1892 1892 елда Қарғалық Йорт-Ноғай ауылында туған. Оның атасы Тияк ауыл мешітінде моллалық қызметін қылған. Шол ауылда кішкей Басыр жерлі мәктәбін оқып бітірген. Сон Аштархан Қазан мәдрәсәләрендә оқыған. Білім алған сон Тоқта. Соң Аштархан. Қазан мәдрәсәләрендә оқыған. Білім алған сон Спитая. Россия Мен өлгерен өлкесі. білім алған сон Спитая. Россия мұсылманлардың ярықландыру қозғалышында белсенлік. Тесный. Жақын енді. Белсенлік пен ортақшылық иткен. Болды? Алғаннан соң Россия Мұсылманларының
Ярыкландыру, ярыкландыру козгалышында козгалышында бейсілік мен ортақшылық иткен. Сделать центровой, что ли, какие-то? нет, участие принимал. Было? Ортакшыл. Так, что? Ортақшылық это как посредник. Посредничество, принимал участие и так далее. Это литература на гречке, переделанная на Что ли, юртовский. или активно? Белсенлік? Там на самом деле только огласовки поменяты. И все нашли. Все. Да.